Здравствуйте! Я бы хотела вам рассказать о своем прадедушке по линии мамы, Идрису Макаши. То есть таким он выглядел в старости, и просто посмотрите, каким молодым он ушел на войну. Он являлся сапером, он очень помог в Великой Отечественной войне, а именно в ее победе. Это можно заметить по его наградам, медалям. То есть его некоторые награды, медали и ордены были выданы во время самой войны, то есть это можно заметить по датам на документах. То есть 4 мая 1945 года под конец войны, октябрь 1944 года, февраль 1945 и апрель 1945 и очень много других. И были, конечно же, награды, которые были выданы в мирное время, то есть за победу над фашистской Германией. Вот, можно привести пример эти награды. То есть за победу в Великой Отечественной войне второй степени идет орден. И у него есть медаль за отвагу. По-моему, очень даже крупная награда, потому что он сам шел на войну и хотел победы Родины. Но больше всех меня удивляет этот документ его биографии, потому что здесь можно увидеть то, что он был в составе 52-й танковой бригады, то есть что он установил 378 инженерных мин, и вот самая, мне кажется, довольно крупная цифра, с августа 1944 года по апрель 1945 года обезвредил 3120 мин. Это просто безумное количество, это потому что он был сапером. А есть такая великая фраза и популярная фраза, то, что саперы ошибаются однажды. И вот мой прадедушка еще ни разу не ошибся. Также по документам можно заметить то, что он чуть ли не обошел всю Европу, дошел до самого Берлина. То есть это можно заметить до освобождения там Вены, Белграда и еще других городов, стран. То есть я очень им горжусь, потому что он являлся сапером, он спас много жизней и сам выжил на войне, то есть, и причем он ни разу не ошибся. И появилась моя бабушка Трамтай, мама Сауле и его младшая правнучка Еркежан.